Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Случится то, чего совсем не ждете. Загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим, чего вы не ждете, но что точно с вами либо в вашей жизни случится. Загаданный вами срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моим рукам, пусть скроют то, что сейчас скрыто, и то, чего желают знать. Так, чего же вы совсем не ждете? Знакомства вы не ждете. Здесь знакомство, вот как ни крути, знакомство идет. Знакомство совершенно вами неожиданное, но очень, кстати, по сути важное и желанное для вас, для вашей жизни. Здесь какой-то человечек уникальный. Опять же, вы все разные, пожалуйста, не забывайте, цыпка общая, вы все разные. Человек уникальный, человек, который может и сыграет, скорее всего, в вашей жизни ключевую роль. Благодаря этому знакомству, благодаря этому человеку, с кем вы познакомитесь, в вашей жизни стремительно начнет что-то происходить, меняться. События выходят в правой стороне, значит, это все к лучшему у вас пойдет. Все к лучшему. И я вижу, что вы не нацелены, не намерены, никого не ищете, не готовы даже с кем-то знакомиться. Но вот как придется, как сама судьба подведет к вам человека. Когда познакомитесь, вот тогда и поймете, как важно для вас это знакомство. И действительно, какой чудесный человечек пришел в вашу жизнь. Сразу хочу сказать, это может быть как мужчина, так и женщина. Опять же, цели знакомства абсолютно разные. Ну, допустим, как пример, вы женщина, познакомитесь с мужчиной, за которого вы впоследствии выйдете замуж. Жизнь ваша кардинальным образом поменяется. Вы, например, мужчина, познакомитесь с женщиной, на которой потом женитесь. Кто-то познакомится с доктором, который не только сможет диагноз точно поставить, но и назначить эффективное лечение. Да, человек вас вылечит. Кто-то познакомится с юристом, который решит ваш какой-нибудь правовой вопрос, правовую загвоздку. Так, поможет в суде, например, отстоит ваши права. Кто-то познакомится, допустим, пусть это будет депутат, да, который пойдет вам навстречу, что-то для вас сделает. Опять же, вы все разные. Вот прям знакомство вышло. Знакомство. Тот срок, который вы загадали, это вот где-то к половинке этого срока знакомства произойдет. Ну, дай Боже, как говорится, вы в этом знакомстве как на золотой рыбке катаетесь. Вы понимаете, насколько серьезные перемены, да, насколько крутой человечек идет к вам в жизнь. Просто шикарно. Таких бы людей парочку еще, и ваша жизнь была бы просто идеальной. Ну, спасибо и за этого человека. Так, чуть ниже. Вы не ждете свинью от кого-то. Свинья, это поведение такое, отношение такое, поступок свинский, опять же таки, может быть. Но здесь больше похоже как от родного человека. Родной по крови, родственник, близкий родственник, дальний родственник. Вот кровь у вас с ним одна, вы по крови родство имеете. То человечек подсунет вам свинью. Либо громко будет хрюкать в вашу сторону, тоже может быть. Это идет в левой стороне, прям совсем неожиданно. И да, будет очень неприятно. Но извините, что идет, то идет. Я вас предупреждаю. Где-то вы, может быть, очень доверились этому человеку. Либо растворились, может быть, даже в этом человеке. А человек окажется вот таким вот поросенком. Да, либо поросенка вам подсунет. Это жизнь, это бывает. Тут вы никак, да, в левой стороне тут никак нельзя повлиять, это просто уже как факт идет, да, факт. Просто вам дают эту информацию, скорее всего, чтобы вы подготовились,
и так остро не воспринимали этот момент. Свинья небольшая, то есть сказать, что это что-то ужасное, критическое, я не могу. Да, неприятно, да, хотелось бы, чтобы такого не было. Ну вот, поросеночка вам все-таки подсунут. И еще. Здесь у какого-то человека неожиданно для всех, не только для вас, проснется совесть и чувство ответственности. Опять же, вы все разные. У кого-то должник, который вдруг спохватится, что, о боже, я же должен денег, да, надо срочно возвращать долги. У других может быть мужчина, который там и думать не хотел о том, что он ответственен, обязан там, помогать жене, детям. Может, это даже какой-то бывший. Может быть, это мужчина, от которого вы родили ребенка, и он там слился в определенный момент. Ну вот вижу, вспоминает, что должен, да, совесть просыпается, и ответственность, да, я хочу отвечать за свои поступки, я хочу разделить, там, например, ответственность за воспитание либо содержание ребенка. Слушайте, ну это прям чудесное событие, с правой стороны идет. Вот это для вас прям сюрприз будет. Приятный, очень приятный. Вижу, что помощь, либо деньги вам нужны. Ну, если должник, то деньги нужны. Если ребенок, то помощь нужна. И с воспитанием, и с содержанием ребенка. Чуть выше. Смотрите, какой красивый ангел. Образ ангела с правой стороны. И он для вас держит огромный факел. Как путь вам освещает. Либо сигнал подает, да, в каком направлении вам двигаться. Слушайте, ну тут однозначно либо вещий сон, либо будет послан в вашу жизнь такой земной ангел, ангел во плоти, который вам путь укажет, подсказку даст, направление задаст, а вектор направления задаст. В трудную темную минуту в вашей жизни вам поможет. Это разовая акция, но она прям очень-очень вам будет нужна. Как даже такое маленькое проявление чуда произойдет. Вы так воспрямите духом, у вас надежда в сердце зажжется. Вам прям, знаете, как полегче станет, полегче. Поймете, куда идти, куда двигаться, что делать, как выпутываться, может быть, из какого-то темного, запутанного дела. Слушайте, ну прям чудесно. Вас небеса любят, очень любят и вам покровительствуют. Это однозначно, это 100%, с этим невозможно спорить. Это есть. Хоть вы тут мне напишите в комментариях, что где там, что там, жизнь у меня тяжелая. Но если бы не эта помощь, если бы не это покровительство, поверьте, жизнь бы ваша была в разы и тяжелее, и хуже. Помогают, вам сверху помогают. Однозначно. Так, левая сторона. Ой, а здесь такие события развиваются, которых вы не просто не ждали, вы даже помыслить не могли, что такое произойдет. Здесь человек с пораненной и спиной, и грудью приносит то ли извинения, то ли покаяние. Здесь кто-то очень лихой наткнулся на свои же поступки-проступки. Ну, буквально, да, если человек кому-то делал зло, это же зло он на себя и принял. Ну, в простонародье это называется эффект бумеранга. Здесь человек будет приносить покаяние, не просто просить прощения, он будет каяться громко, слезно, мучительно, каяться в своих поступках и проступках. Очень плохо этому человеку. Прям не просто плохо, это адские муки, да, адские муки на земле человек испытывает. И еще мне идет, что очень сильные потери, причем потери, ну вот всего и сразу. Ну, допустим, человек там нечестным путем нажил себе богатство, он все потеряет, знаете, как по миру с протянутой рукой пойдет. Человек, например, там, грабил людей, да, отбирал у несчастных последнее, у человека все заберут, все, он просто на улице останется. Да еще и, смотрите, тут раненый, больной, пострадавший, как в несчастном случае побывавший, да, прям совсем очень все плохо и тяжело. Отвечает прижизненно, начинает отвечать за свои грехи, за свои нарушения, преступления и против вас, и против других людей. Ну, вот он час расплаты пробил.
Кстати, это не первый раз, когда я вижу подобные картинки. И не только на песке. Вот последние, скорее всего, недельки-две, да, пошли такие образы. Вот чем ближе, я так понимаю, это час расплаты для ваших недоброжелателей и врагов, тем больше показывают этих картинок, тем сами рисуночки большего формата идут. Но это точно будет. Так, следующий фрагмент очень неоднозначный. И если вы человек мнительный, пожалуйста, выключайте видео и не смотрите. Потому что я так понимаю, что многим не понравится эта информация. Но я должна о ней сказать. Смотрите, здесь показывают вас и показывают змею, которая за ваш счет, благодаря вашим действиям, благодаря вашей доброте, очень сильно возвышается. Ну, грубо говоря, какого-то нехорошего человека вы сами же своими руками, ну, либо позволите этому человеку за свой счет возвыситься. Человек, возвысившись, на вас шипеть начнет. Понимаете, как за вашу же доброту вас еще и покусают. Это очень неприятная ситуация, сделанная вами собственноручно для очень нехорошего и неблагодарного человека. К сожалению, да, на людях не написано, кто из них хороший, кто не очень, кто благодарный, кто, в общем, сами поняли, какой. Вот вижу, что вы какой-то змеюке подколодной поможете очень сильно возвыситься. И она же потом на вас начнет шипеть. Это очень нехорошо. Это для вас будет даже болезненно, для кого-то из вас будет болезненно. Но в утешение вам идет следующая информация, что это возвышение, оно не будет долгим. Потому что эта змея сама по себе абсолютно никчемная. Ну вот просто абсолютно пустой человек. И это возвышение потом еще и крахом для этой змеи обернется. И эта же змея начнет вас обвинять, что типа это из-за тебя. Да, из-за тебя я возвысилась, и из-за тебя я же потерпела крах. То есть, грубо говоря, вам от этой змеюки дважды достанется. Опять же, абсолютно несправедливо, абсолютно незаконно. Здесь высшие силы не призывают вас не делать добрых дел. Скорее призывают вас быть более внимательным, рассудительным и научиться разбираться в людях. Для того, чтобы таких вот моментов в вашей жизни более никогда не повторилось, не случилось. Но вот бывает такое. Не принимайте, пожалуйста, близко к сердцу, а сделайте правильные выводы и будьте более бдительны и научитесь разбираться в людях. Вот как-то так. Мне очень жаль, но уже дело, как говорится, вами сделано. Это уже как факт, да, факт, вот это событие. И еще в левой стороне я вижу человека в маленькой короткой лодке. Человек, который скрывался от вас, прятался от вас, всячески избегал встреч с вами. Не могу сказать, по какой причине, вы все слишком разные, но вот вижу, что вы узнаете, что человек от вас прячется и скрывается. И, возможно, даже с этим человеком случайно где-то столкнетесь. Неудобный и неприятный момент получится. Но опять же, сделайте правильные выводы. Да, опять же, научитесь разбираться в людях. Это очень хороший навык, который вам в жизни еще не раз понадобится, либо поможет. В правой стороне у вас теленок с буквой А. У теленка дорога перед глазами. Ну, коровы — это у нас все-таки доходы. Это доходы, это достаток. Это все, что связано с материальными благами. Потому что корова — это молоко и мясо. Да? Корова нас и кормит, и поет. Вот. У вас это еще не корова, но уже такой достаточно упитанный теленок. Буква А — новое начало. Дорога открывается. Либо дело, которым вы когда-то занимались и бросили его в состоянии теленка, да, вы к нему опять вернетесь и с какими-то новыми знаниями, с новыми возможностями начнете им заниматься. И в этот раз уже все будет успешно. Либо это дело, от которого вы долго открещивались. То есть, возможно, вам предлагали, возможно, вас туда звали, а вы все там думали, да, ну,
не мое, не хочу, да зачем мне это надо, да, все-таки вы за это дело возьметесь и неожиданно для себя откроете, что дело-то очень хорошее, что вам нравится, что у вас все получается, что вы прибыль получаете, что у вас хорошие перспективы на будущее. Ну, прям серьезный знак на самом деле вышел. Хороший, серьезный знак. Еще, кстати, у вас и молот есть в левой стороне. Молот, который впустую бьет. Впустую. Ну, обычно так показывают работу, на которую вы, например, надеетесь. Либо, может быть, вы на кого-то надеетесь, да, что человек вот прям возьмет и начнет там работать для вас, зарабатывать. Пока этот молот бьет впустую. Да, человек, может быть, и пойдет работать, но деньги, например, получит позже, чем тот срок, который вы загадали. Либо, в принципе, на работу устроиться позже, чем тот срок, который вы загадали. Опять же, может быть, вы надеетесь, что вас с какой-то фирмы позовут, там, пригласят на работу. В загаданный вами срок молот бьет впустую. То есть, либо прибыли не будет, зарплаты не будет, либо они позовут пока. Вот, чтобы вы там сильно не расстраивались, кстати. В самом центре рисунка у вас перевернутая молния и маленький дракончик. Прям такой крошечный. Но крылышко у него, кстати, длинное. То есть летать он уже, грубо говоря, умеет. Перевернутая молния — это знак опасности. Вы чего-то очень сильно боялись, либо себя настраивали на что-то нехорошее. Вот его не будет. Молния перевернулась. Да? Неожиданно для вас плохого не случится. Ну а маленький дракон, дракон — это у нас всегда знак силы, знак успеха, знак достижения. Маленький, это значит, все только начинается. Первые шаги к своему успеху, либо первые результаты, да, успешные результаты. Дракончик будет расти, вот 100% будет расти. В венце с левой стороны у вас голубь. Ну, голубь — это мир, примирение. Помириться с кем-то вы сможете. С левой стороны примирение с тем, с кем вы считаете примирение невозможным. Оно точно будет, оно точно состоится. И даже если вы будете прям категорично настроены до конца, все равно вы с человеком помиритесь. И еще в венце у вас образ черепахи. Черепаха, которая ползет вправо. Скорее всего, как задержка какая-то произойдет в деле, в котором вы на 100% уверены, либо дело, которое для вас прям жизненно необходимо, возможно, будут задержки, либо все будет развиваться гораздо медленнее, чем вы, например, рассчитывали, надеялись. Опять же, скажу, что это неплохо. Да, никому не хочется ждать, но это неплохо, потому что дело очень важное, какое-то прям жизненно важное, судьбоносное дело. Вот чем медленнее, тем уверенней. Вот подгонять не стоит. Черепаха движется и движется в правильном направлении. Она движется к вам. Поэтому не подгоняйте, наберитесь терпения и знайте, что все для вас сложится наилучшим образом. Конечно, чуть попозже, но наилучшим образом. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.